Так, добрый день. Еще один преподаватель Уфтинской детской художественной школы, это Забугина Елена Владимировна. Она представляет мастер-класс по классической акварели. Я думаю, что просмотр будет вам полезен и интересен. Как всегда, прошу оставлять свои мнения, высказывания, предложения и комментарии по проведенному мероприятию в группе ВКонтакте «Крещенский фестиваль мастер-классов». И приглашаю еще к одной презентации. Так, этюд металлического предмета, металлический алюминиевый ковш. Сегодня я хочу показать действие света и окружающей среды на металлический предмет. Я выполнила два рисунка одного и того же предмета, и на одном буду показывать, как же действует свет на металлический предмет, а другой предмет, другой ковш, рисунок, я покажу, как будет действовать окружающая среда на этот же предмет. Итак, ковш металлический у меня находится на столе, идет холодное освещение, поэтому я сразу показываю холодный свет, намечаю его кистью, показываю и пока у меня края не высохли, я сразу пишу рядышком уже цвет предмета. Цвет предмета у нас металл, он имеет серый оттенок, поэтому как локальный, за локальный цвет я беру именно его. Но добавляю, естественно, немножко теплых оттенков, чтобы уже перейти к теневой части. В металлическом предмете идет отражение окружающей среды, иногда более плавным образом, иногда как в зеркале, смотря какой предмет, какой металл мы пишем. Алюминий, он все-таки создает эффект такого более плавного перехода от одного оттенка к другому. Так, показываем. Отражение края стола. Немножко холодных оттенков вниз.
тени при холодном освещении, они у нас бывают теплыми. Поэтому охристыми оттенками я показываю теневую сторону. Убираю лишние капельки, которые мне не нужны. И вот в этом месте покажу сейчас отражение падающей собственной тени от предмета. Пока у меня еще влажная поверхность, я сразу намечу ее на ковше. Которая будет у меня сливаться с собственной тенью предмета. Собственная тень идет сверху, немножечко светлее в этом случае. Так, то, что происходит внутри ковша, это идет отражение одного и того же металла. Поэтому я точно так же начинаю писать отражение света холодного на предмете. И перехожу также к теплым оттенкам в теневой части.
ручка, она у нас тоже освещена холодным светом. Поэтому я сначала целиком пишу отражение света и уже потом добавлю тень. Итак, затем обозначу, где у нас тут падающие тени на столе. От предмета. И влияние света на фон. Немножко захожу на контур тени падающие. И перехожу к выполнению толщины. Толщина, на толщине имеются блики, и также есть теневая часть. Блики я вкладываю буквально легким голубым оттенком. Толщину тени показываем более темными, теплыми оттенками.
контрасты между светом и тенью на металле могут быть очень яркими. Поэтому, если есть блик, то рядышком может находиться тут же, да, самая такая насыщенная тень. Чем у нас характерен металл? Итак, продолжаем работу над металлическим предметом, металлический ковш уже в цветовой среде. Так, я намечаю, как располагаются у нас драпировки около этого предмета. Одна будет оранжевого оттенка, другая синего оттенка. И также намечу, каким же образом она отражается, эти драпировки отражаются в самом металлическом предмете. Так, любой металлический предмет очень хорошо отражает все окружающие предметы, и в том числе фон, драпировки. Наша задача это разобраться, каким же образом отличается отражение в металлическом предмете от той драпировки, которая находится рядышком. Поэтому в первую очередь в этом случае мы сначала найдем локальный цвет драпировки. Освещение точно так же идет холодное, поэтому я немножко добавляю холодных оттенков. И буквально около предмета ввожу эти оттенки. Так, вот тут у меня заканчивается.
И синий цвет драпировки, насыщенный. Задаю его оттенок и на вертикальной поверхности. На предмете все драпировки, весь фон отражается уже с учетом оттенка самого предмета. То есть, соответственно, любой цвет, он будет уже носить в себе и цвет металла в нашем случае. Так. То есть цвет драпировки, который я немножко чуть-чуть приглушаю уже оттенком фиолетового в моем случае. И начинаю писать. Ближе к месту, где у нас соприкасается драпировка с предметом, отражение немножко светлее.
Не забываем указывать холодное освещение в нашем предмете. Ближе к основанию, где ближе к самим драпировкам, к соприкосновению предмета с драпировками, отражение более четкое. Между предметами. Намечаем падающую тень, потому что она у нас все-таки находится в тени и является теплой, то мы добавляем немножко теплых оттенков.
Так, я показала внутри отражение света. Внутри уже нет отражения окружающей среды.
Так, на границе теплого тени всегда есть холодный темный оттенок. Еще раз подчеркнуть четкость бликов на металле около самого края, где-то в отражениях.
В принципе, действие света на металл мы завершили. Сейчас переходим к выполнению этюда металл в окружении драпировок. Итак, мы получили отражение окружающей среды в металлическом предмете. Значит, два этюда, выполненные с одним и тем же предметом, но в разной окружающей среде. Спасибо за внимание.